Зима на дворе, и утепляемся не только мы, но и в продолжении нашей доброй рубрики утепляются и наши четвероногие друзья. Не знаю, нужно ли это, необходимо ли это или нет. Я предлагаю в этом вопросе разбираться, потому что порой забавно это смотрится, когда хозяйка с собачками в шубках, чуть ли не в норковых. У нас Поэтому такие у уже нас Гульнар Цепалова, замечательный, прекрасный специалист, сегодня пришла Да, не одна. не одна, рассказ. Гульнар Цапала и Екатерина Свицкая со своими прекрасными товарищами Чихуахуа Кнопа и Той-Терьер Рэмбо. Ну, я думаю, тут сразу понятно, кто есть Кто Рэмбо? Доброе утро всем. Добрые утро. девушки прекрасные. Екатерина, ну, рассказывайте про своих питомцев. Одеваться нужно. Давай, хорошо. На самом деле все собаки по-разному любят одеваться. Допустим, она в комбинезоне, он в короткой куртке. Только У так, как него любит Nike, у собака. него Adidas. Примерно так. Если собака не хочет, она не оденется. Вот, например, тапочки. Так. Да, вот видите, мы такие замечательные. Это обувь, у них Это, я бы тоже сказал, своя я бы сказал, особенность. это уги. Уги, да, вы совершенно правы, Руслан, да. Маленькая не любит ходить. Он без них не ходит, лапки же мерзнут. То есть он прям вот требует. Конечно. А каким образом происходит? Если тапочки показываешь, Так. он возле них бегает, значит, нужно надеть. Гулять. Да. Обалдеть. Сколько времени у вас уже проживают эти два замечательных существа? Ему уже 11 лет, у меня он 6. Ой, Ого. 6 лет. 6 лет со мной, да. Ей 3 года. 3 года. И вот 6 лет и 3 года они постоянно каждую зиму в комбинезончик. Да. Я так понимаю, у вас дома есть шкаф, И специальный, гардероб, Да, есть полочка. где просто их наряды. Тогда вопрос такой, перед тем, как к Гульнаре перейдем и спросим, вообще нормально это или нет. Есть ли какой-то выбор? Ну, то есть есть такая процедура, что вот он подбегает к шкафчику и говорит, я сегодня, как-то намекает на то, что красный комбинезон сегодня хочется, а не синий. Нет, на самом деле тоже такое бывает. Бывает? Конечно. Поскольку у них настроение все равно меняется, все собаки тоже свои. Я выкладываю одежку. Допустим, комбинезончик, курточку. Он всегда выбирает эту куртку. Я Эту бы куртку всегда. посмотрел в Инстаграме обязательно на это видео, где собака выбирает себе одежду. Мне кажется, это бешеный просто успех будет. 100%. Гульнара, действительно ли есть породы, которым необходимо на зиму? Да, тут уже стресс здоровья, давайте подойдем к вопросу. Конечно, это обязательно, да. Вот маленькая собачка, короткошерстная, постоянно живет в домашних условиях, да, на улице, выходит только на прогулку. И если собака живет постоянно на улице, кошки тоже есть, которые домой только поспать, там поесть приходят, у них обязательно вырастает подшерсток. Это эволюционно уже сложилась защитная реакция, да, на холод. У них, естественно, такого подшерстка нет. И они замерзают, у них просто волос, а подшерсток он пуховой. И вот такую теплую воздушную подушку создает между телом и окружающей средой. Поэтому, конечно, утеплять таких животных нужно. Они также могут переохлаждаться и могут заболевать простудными заболеваниями, насморк. Также у них текут Бронхит мы сопли. узнали сегодня, Да. Саш, Да. А Абсолютно. после таких заболеваний иммунитет сниженный, и, естественно, они могут любое инфекционное, вирусное, бактериальное заболевание подцепить очень легко. Поэтому нужно, конечно, следить за этим. Давай, Саш, Давай. так, перед тем, как мы начнем эти уги мерить, я просто настаиваю, чтобы мы их померили. Смотрите, какая мысль возникла. Ну, с человеком все просто, с ребенком, Как в принципе, выбрать, тоже. да, ты хочешь Да, сказать? ты берешь курточку к зиме, берешь с собой ребенка или сам идешь, меришь размер, да, и спокойненько. А если у тебя, допустим, дети в школе, ты решил ему куртку купить, ты примерно знаешь, рост там 122, 120. Берешь в магазин, заходишь, говоришь, мне на 5-летнего ребенка дайте куртку. Ну вот И смотри. тебе дают. Как здесь Да, у происходит? нас есть небольшая схема, давайте мы на экране её посмотрим. И Так. вообще, так ли определяется? Нет, смотрите, есть длина спинки, Да. длина шейки, обхват грудки. И вот, пожалуйста, И тебе у них есть свои размерная размеры. таблица. Да. Так я вам сейчас расскажу. Расскажу. У меня же есть такса, и мы в 1 год решили, ну, дочка очень захотела, видимо, насмотрелась она где-то и что-то. Она говорит, давай купим курточку с воротничком, с капюшончиком. Я говорю, как купить? Она говорит, все очень просто, размер, все есть, в магазин приходишь. Я прихожу, я говорю, у меня такса, вот фотография, вот размер, дайте куртку. Дали куртку, и что ты думаешь? Не знаю, маленькая? Ну, конечно, она не влезла в нее Екатерина, задние лапы. у- Она вот у вас ходила как вот сейчас так, короче, расскажете? получается, да. То есть все-таки надо животное вести, если мы решили одежку ему купить.
Конечно. 100%. Конечно, без так же, одё- как и у никак людей, нельзя. Я да. вот вас и призываю, никакая таблица вам не поможет, поверьте на слово. Убираем Это таблицу. проверено опытом. Это проверено опытом, Саш. Проверено Нет, ну опытом. если Это вы животное. знаете размер, уже вы ходили, Ну, может, то не первый по раз, размеру, например, да, да. вы сможете купить, потому что они стандартные для всех животных. Как, ну, Например, Жалко, для- свою троечка. таксу потом купили другую. Нет. Все. У нас в итоге есть зеленый пуховичок, синий пуховичок. Ну, во-первых, смешно мне вышло. такса, одеваете ей пуховички, да? Нет? Нет. Просто для красоты, думаю. Ну, была такая острая необходимость у ребенка, сказать, вот такой же с капюшончиком, чтобы было все красиво. Чего? Мне кажется, ну, не всем это правда, не всем. Не Конечно, всем вот удобно. как Екатерина сказала, Конечно, кто надо хочет, приучать, кто приучать, да, с да. детства, как ребенка одевается, тоже приучаете, также и животных. Конечно, когда животному 4-5 лет, да, питомцу, и вы на него Сложно. одеваете комбинезон, естественно, он испытывает, ну, прям страшный дискомфорт, ему это не нравится, и пытается это все скинуть и так далее. Ты не можешь- Даже отказываются они ходить, они просто в этом падают они, и они лежат. понимают. Да, понимаю. да, как идти Ну в хорошо, этом. что Саш, у тебя знаешь, в руках? в детстве, прочитав неоднократно сказку «Золушка», тот самый момент, где принц мерил своим избранницам туфельку, вы позволите мне попробовать примерить? Смотрите, как состоит? Состоит из распашного такого Так, отделения давай. и очень плотной подошвы. При этом есть заклепочки, в круг они, в общем-то, закрываются. Да. Ах, Берем лапку. там-да-дам. Простите, надо видеть. Не бойся. Ты рычишь на меня. Да не бойся. Мамочка, может быть, это левый, может быть, правый взять. Это не то. Давай правый. Давай, Надеваем. дружок. Ну ладно тебе. Не бойтесь, А не вот, бойтесь. понимаете, ребят, не всем, в общем-то, дают лапу, например. Да. Заключительная попытка. Ну, давай. Вот. Так, пожалуйста. Будем считать, что я наполовину сделал свое Вы дело. очень Страшно аккуратны. тебе было? Слушай, ну такое ощущение. Точно не он, Рэмбо? Это- Это он Рэмбо. Да, это А я Ну почему-то вон же подумал, что... Кнопа, это Рэмбо, даже по курточке это сразу видно. Я-то подумал, наоборот, посмотрите. Посмотрите. О, Божка. Красота. Ну, на самом деле, давайте справедливости ради отметим, что таблицу, которую мы приводили, она действительно имеет место быть по размерам, для того, чтобы хотя бы начать ориентироваться в этом вопросе. Таким образом, попробуем резюмировать, да? Нам необходимо выяснить, будет ли вообще животное носить или не Мгм. носить. То есть, насильно, наверное, не стоит этого делать. О, Ну, нет, из детства, конечно, то есть нет. вот как-то Да. приучать потихонечку. Второе, это, Да, да. ну, опять же, вопрос привычки. И третье, ну, задумайтесь над тем, что иногда, сэкономив на какой-то курточке, можно очень хорошо разориться на лекарствах по Такое восстановлению да. иммунитета, Такое от может бронхитов, быть. от сопливости и от всего Да, прочего. да, да. Мне бы в свою очередь хотелось Кстати, сказать если тоже, да. вот Говорите, перебью говорите, вас, конечно, Гульнар. можно самим сшить одежку из старых Вот. свитеров там и так далее. По размеру сами подгоните. так Дубленочку что... какую-нибудь Например. сделать. Да, да, да. Мне просто, знаете, что хотелось отметить, это не баловство. То есть, конечно, мы такие, ой, как мило и так далее. Нет, это действительно вещи, которые необходимы вашему домашнему питомцу. Саш, ну у тебя же собака есть У меня большая. у мамы, да, большая собака, Как- она какая любит порода? снег, цверкшнауцер у нас. Сверчнау. Да. Это большая довольно-таки Ну, собака. вот, Была да. у вас идея вашу собачонку? Нет, ей Пуховичок? хорошо, она любит валяться в снегу, подкидывать его, прыгать в сугроб. Единственное, сразу могу отметить, иногда лапки подмерзают, то есть зимой это стандартная ситуация, Мгм. ледышки, когда бегают уже и такие, как куски торчат, вот это да, это Кстати, бывает. животные, которые содержатся на улице, им, конечно, нужна будка утепленная. Мгм, мгм. Ну На и зиму. да. Ну, по мере возможности стараться утеплить, конечно. А вообще, чтобы- вот если для тех, у кого животные, вот, ну, обзавелись они собакой не столь давно, и у них первая зима, вот первая зима в жизни собаки. Реально, вот что можно нужно? посоветовать? Может быть, Так, для ну, прогулок? смотря возраст какой. Ну, соответственно, Порода. Конечно, Щеночек? если вы... щеночек, да. Ну, если хаски, они, конечно, уже... Ну, такая порода собаки, она на улице живет, она привычна к этому, да. Так что острой такой необходимости приобретать А если какие-то вот вещи такая не- маленькая порода, и щеночек, его что, на очень короткие прогулки, да, вытаскиваем прям на руках Даже на не 10 обязательно минут? прогулки, сколько я знаю, дома они Да, все дела они дома на делают. пеленочку, да, так что... Все дела. Нет, это правда, да. И они сами не особо любят гулять, потому что они замерзают, и они быстро домой просят. Если хаски может гулять там или Часами. какая-то, да, часами бегать и так далее, то такие, конечно, короткошерстные, да, породы собак, они стараются быстрее домой.
как вы Да. говорите, сделать свои дела Вот. и домой. Хотела Ксения спросить, Екатерина, ну ваши-то гулящие, я вижу. Любят погулять. Они-то, да, они не ходят дома вообще, потому что приучены уже к улице. А, к улице. Ну, Конечно. вот, например, такси с маленьким. Во сколько ваше утро тогда начинается? Ой, на самом деле я люблю поспать. И они к этому тоже, опять же, Конечно, они к этому привычны. привыкают, да, да. В 9, в 10, в 11 просыпаются. и 12 где-то, час. В 12 час. Это максимально Ну, позднее. максимально 12 час, да. Но на случай срочной важности, конечно, там есть лоточек с пеленочкой. Для нее в основном, потому что она маленькая. Он-то привыкший уже. Хорошо. Если мы говорим про одежду в завершении, сколько стоит? Вопрос Сколько финансов, стоит? Тётя мой хороший. Ответил. Сколько приблизительно... Сколько приблизительно стоит курточка? На самом деле разные. Это можно от 300 рублей найти до 1,5-2-3 тысяч. И ботиночки? Ботиночки я заказывала, они по 300 рублей стоят. Ну, в смысле, упаковка. Вполне, вполне, вполне.